Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». 20 октября исполнилось 85 лет первому председателю Конституционного суда Якутии Дмитрию Николаевичу Миронову. Окончив Свердловский юридический институт, он преподавал в ряде вузов страны, а в 1992 году был избран судьей Конституционного суда республики, который затем и возглавил. Сегодня Дмитрий Николаевич – гость нашей студии. Дмитрий Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Скажите, вы стояли у истоков создания Конституции, основного закона нашей республики. Какие принципы были заложены в наш основной закон? Я хочу прежде всего напомнить, что наша Конституция была принята в 1992 году коллективными усилиями всех тех, которые были заняты в это время в сфере государственного управления. В этом году, значит, вот 29 лет, а в следующем году будет 30 лет нашей Конституции. 30 лет – это уже большой срок. И, конечно, за 30 лет в Якутии выросло новое поколение молодых людей. Сегодня можно сказать словами председателя Конституционного суда Российской Федерации, что мы наблюдаем, что Россия находится в состоянии ошеломительных преобразований и рывка к цифровому будущему. И, конечно, детали того, как мы тогда работали, это уже история. Поэтому мне хотелось бы обратить, по крайней мере, на несколько положений, которые на сегодня живы, работают и, я надеюсь, будут работать дальше. Институт главы государства, республики, тогда президентом назвался. Что вложили тогда составители Конституции в этот институт, институт главы республики? Хранителя нашей территории, хранителя тех традиций, которые выросли на этой земле. И в соответствии с этим президент, глава республики всегда должен был заботиться о республике, о населении республики. Я думаю, что это будет продолжаться. И второе, очень важное, как мне кажется, положение, которое тоже нам не нужно забывать, это создание парламента полновесного, многофункционального, самостоятельного, самодостаточного. Этот парламент возник в 1992 году, и я думаю, сегодня продолжается такая же работа, такая же ситуация. Ну и в то время третий важный институт – это был институт конституционного надзора. Почему тогда возникла необходимость? Была необходимость такая. Был большущий энтузиазм того времени. И, конечно, и государственные органы, государственная деятельность тоже в известной степени оказывались во власти вот этого большого энтузиазма. И необходимо было соблюдать те правила, которые были записаны как разумные, самодостаточные, взвешенные в Конституции. И вот конституционное правосудие должно было бы сдерживать органы государственной власти от слишком больших надежд, слишком больших решений, тех решений, которые не соответствуют духу времени, духу тех изменений, которые происходят в нашем обществе. Поскольку Конституция – это такой документ, где собрано, что называется, самое разумное, самое взвешенное, самое такое, которое направлено на то, чтобы
сдержанно действовать, но последовательно. Дмитрий Николаевич, скажите, а вот все преобразования в конституционно-правовом устройстве республики связаны именно с принятием этого закона. А вот сегодняшняя республика и ее современное состояние произошли именно благодаря вашей работе. Вы возглавляли Конституционный суд республики. Почему сейчас этот орган упразднен? Ведь это важный орган государственной власти. Ну, конечно, деятельность Конституционного суда, тем более организация, это вопросы, которые не зависели ни от одного человека, ни от желания конкретных лиц. Это была историческая определенная необходимость. И Конституционный суд, как я полагаю, в значительной степени справилась. Ну, здесь, конечно, и мой субъективный подход, об этом не будем говорить. Вот вопрос упразднения Конституционного суда. Это решение федеральных органов. А по Конституции 1993 года судоустройство – это полномочия федерации. Значит, здесь спорить не о чем, что называется. Но, с другой стороны, был такой вопрос. А когда упразднить? К январю 2023 года, как это указано в Конституционном законе Российской Федерации, или в настоящее время? Но республика, руководство республики, Государственное собрание решили упразднить в настоящее время. Чем оправдывается? Вот, конечно, это положение некоторых вызывает возражение, подход. Ну, в частности, Егор Михайлович Ларионов очень часто выступал против спешки в этом вопросе. Его можно понять. Он стоял у истоков создания конституционного правосудия в нашей республике со стороны парламента. Однако, мне кажется, что 2022 год мы должны встретить чисто. 30-летие. Это одно. Ну и началось у нас преобразование Конституции в соответствии с поправками 2020, то значит, заодно надо было это решить. Почему? Решено упразднить конституционно-уставные суды. Тут много, конечно, различных обстоятельств. Ну, не будем искать чью-то вину. Есть, по крайней мере, 3 обстоятельства. Ну, во-первых, федеральное законодательство не смогло найти очень четкой позиции в отношении организации и деятельности конституционных уставных судов и в целом конституционного правосудия в субъектах Российской Федерации. И второе. Конечно, в субъектах Российской Федерации в отношении определения полномочий конституционных уставных судов были разночтения. Здесь не удалось достигнуть унификации. И третье обстоятельство – это достаточно известное. Загруженность конституционных уставных судов была весьма низкой. Ну вот представьте себе, вот недавно известный профессор Владимир Алексеевич Кришков выпустил статью о конституционных уставных судах. И по его статистике за 30 лет существования эти конституционные уставные суды вынесли 900 постановлений. Это получается 30 постановлений. Но некоторые из них совсем незначительное количество постановлений вынесли. Значит, вот это очень важный момент. Ну и к этому можно приплюсовать и такое обстоятельство. Конечно, усилиями Генеральной прокуратуры, усилиями Конституционного суда Российской Федерации,
усилием Верховного суда Российской Федерации, администрации президента Российской Федерации, судебных инстанций, которые действуют на местах, в конечном счете достигнуто соответствие законодательства, учредительных документов субъектов Российской Федерации, Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству. Это имеет тоже определенное значение. Дмитрий Николаевич, а также вы автор более 100 работ в области конституционного права. Какие преобразования в этой области происходят у нас в последние годы? Ну, в принципе, значит, конституции, действующие в разных странах, субъектах Российской Федерации и субъектах федерации других стран, а в целом вот такого рода субъектов, регионов 400 мили. И, конечно, их законодательство очень значительно меняется. И, собственно говоря, конституции, современные конституции очень сильно меняются, изменяются, подвергаются крупным реформам. Если в общем плане говорить, то в современных условиях несколько есть направлений, по которым идут изменения Конституции как учредительного документа любого государства. Первое направление связано с взаимоотношением между обществом и государством. И в конечном счете задача состоит в том, чтобы как бы утвердить здесь всеобщее доверие. И второе направление, в общем плане, еще раз повторяю это, речь идет о том, что в Конституции, как учредительные документы, должно укрепляться как общественный договор. И это, конечно, затрудняется многими обстоятельствами, но тем не менее разные страны разными путями идут по этому направлению. Ну и третье направление, которое мы видим в настоящее время, это то, что в Конституции современных государств более как бы раскрывает содержание социальной государственности, роль современного государства. Ведь современное государство – это основной рычаг, основной инструмент, главное звено преобразования общества. Общество очень сложно сегодня развивается, но есть одна сила, которая может очень хорошо направить развитие общества. Единственным инструментом в этом направлении является государство. Человечество ничего хорошего еще не придумало. Вот с этой точки зрения все страны по разными путями, разными формами, средствами стараются добиться укрепления положения государства. Ну и четвертый момент, речь идет о том, что как соотнести в современных условиях, значит, возможности человека, свободу человека, права человека с теми кардинальными положениями, которые происходят в обществе, в государстве, технике, технических преобразованиях тех, которые мы наблюдаем в области информации, информационной технологии, цифровой технологии и так далее, и так далее. И, конечно, эта задача связана с тем, чтобы как совместить все это с точки зрения сохранения безопасности общества, безопасности государства очень широкими, достаточно глубокими правами и свободами человека. Вот поэтому сегодня очень динамично развивается Конституция во всех странах. Благодарю вас, Дмитрий Николаевич, за очень интересную беседу и спасибо, что согласились стать нашим сегодняшним гостем. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.